Такой артбук поможет малышам легче запоминать времена года и названия животных на татарском языке. Вместо обычных картинок объемные, все детали можно трогать. Еще одна методика работы с дошколятами – многофункциональный куб. Мы из Балтайского района привезли кубик, многофункциональный кубик. И здесь у нас представлены разные игры. С помощью этого кубика мы развиваем речь, активизируем новые слова на татарском языке. Сегодня приехали 120 педагогов из 15 районов республики. Представили методики, которые помогут пересмотреть форматы преподавания татарского языка в детских садах. Это интерактивные занятия, показ мультфильмов, постановки. Туган Тель-фест проводится в 3-й раз. За это время появилась база уникальных методик. После фестиваля 2022 года мы выпустили методическое пособие с подробным описанием методик проведения занятий по итогу фестиваля прошлого года. И дарим это пособие каждому участнику нынешнего года. Новые методики обучения татарскому языку особенно интересуют председателя комиссии при Раисе Республики по вопросам сохранения и развития родных языков Марата Ахметова. Сегодня он осмотрел выставку и пообщался с педагогами. Каждый из них привез именно свой опыт работы, который можно было бы тиражировать и презентовать перед другими своими коллегами, и заодно получить, скажем, оценку, одобрение или еще какие-либо пожелания. Вот в этом плане это очень хорошее мероприятие, фестиваль. Педагог, каждый воспитатель татарского языка, который познакомится с новыми идеями, с новыми методиками, он уже в понедельник, возвращаясь в свое образовательное учреждение, может начать использовать эту технику. Важно собираться педагогам, воспитателям вместе, делиться опытом, друг другу вдохновлять и работать во благо развития родного татарского языка. За 2 года в Туган Тель-фесте приняли участие более 300 педагогов. Значит, стальки в садиках уже точно знают, как интересно преподавать родной язык. И это только начало, говорят организаторы. Алена Струминская, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань.